Здравствуйте! В эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ резидент Кремниевой долины Алан Харебов. Алан, здравствуйте! Здравствуйте! Ну что ж, с приездом вас домой, на родину, и вы сюда приехали, я так понимаю, сначала увидеть просто родных. Да, у меня просто родители живут в Южной Осетии, в Цхинвале, и я просто каждый год приезжаю, примерно неделю провожу там и еду обратно. Ну, здесь вас по пути перехватили ребята с Северной Осетии и попросили провести мастер-класс для молодых айтишников наших. Вот вы с ними встретились, какие выводы сделаете после такой встречи? Ну, я несколько лет приезжал и не имел никаких контактов. В прошлом году мне удалось познакомиться с Сергеем Гаглоевым, вашим, не знаю, его позицию, но он меня как бы пригласил, мы поговорили в прошлом году, в этом году он меня пригласил, что, может быть, я поговорю с этим новым IT-парком, и у меня была такая возможность, я поговорил, было очень интересно. Уровень мне просто как бы был очень хороший уровень, что видно было, что есть люди, которые уже, стартап-компании, и, впечатление было очень хорошее. Уровень вопросов и как бы о чем мы говорили. А какие основные у них были вопросы, какие проблемы, наверное, вы затронули вот в ходе этой беседы? Мое как бы посыл такой был, что я имею опыт 2 стартапов, и одной как бы самый главный опыт, который я получил, было, что если вы что-то начинаете, как можно раньше надо начинать говорить с теми людьми, кто этим будет пользоваться. Я, в общем, этот совет им давал, что вот как бы не занимайтесь чем вот только для себя, потому что в какой-то момент технические люди имеют тенденцию, для них это все интересно, и для них практически никто не нужен. Поэтому я очень призывал их, так сказать, чтобы они сразу старались как можно раньше общаться с людьми, которые этим будут пользоваться. Это не должно быть, когда в лаборатории сидишь и пишешь, и там, не знаю, на каких-то, может быть, форумах показываешь, и все, никто этим не пользуется. То есть должны быть пользователи. Но вот все-таки наши ребята по сравнению, там, наверное, со своими американскими коллегами, да, вот уровень, разница в уровне она есть, и какая, вот чувствуется, нет? В этом отношении, я думаю, границы стираются, что дело в том, что одна и та же информация доступна в любом месте, и можно быть таким же хорошим программистом в любом месте. Я думаю, что здесь есть очень хорошие чисто технические программисты. Но как бы есть одна и другая сторона вот всего этого дела, бизнес-сторона. И бизнес-сторона, конечно, достаточно сложная вещь, и эту сторону я не очень почувствовал, как это сделано. Может быть, я больше разговариваю с людьми, которые технические. Потому что продукт опять нужно продвигать, и тут просто совсем другие как бы способности нужно иметь. Я не знаю, если у них есть такие способности, если у них такие люди рядом. Мне показалось, что не очень много людей было, которые рядом с такими компаниями есть бизнес-люди. Может, им надо больше бизнес-людей привлекать. Чисто технически, я думал, что нормально. То есть это очень сложно сказать. Я думаю, что уровень нормальный. Ну, то есть главная проблема – это их общение с инвесторами, так? Бизнес-сторона, потому что это как раз вовлекает как бы инвесторов. На инвестора это опять что-то. Это как бы первая преграда к тому, что нужен ли твой продукт. Я им чуть-чуть тоже говорил, что инвесторы должны быть не просто там деньги давать, а инвесторы, которые понимают твое дело, потому что если они инвестируют, значит твое дело интересное, и они должны такие инвесторы быть. Просто инвесторы деньгами это не очень хорошо на самом деле. Важнее заинтересованный инвестор. Да, потому что настоящие инвесторы, они просто становятся частью твоей компании в плане бизнеса. То есть они тебя знакомят с людьми, которые они имеют контакты с другими компаниями, они тебя направляют, они тебе могут сказать, что то, что ты делаешь, может быть правильно, может неправильно. Потому что, опять так сказать, если ты варишься в собственном соку, ты можешь иногда, ошибаться. Вы переехали в Соединенные Штаты уже 20 лет назад. Вот почему, с чем был связан этот переезд? Я учился в Ленинградском университете, был математиком, пошел даже в аспирантуру, год проучился в аспирантуре, и как раз появились персональные компьютеры. И просто меня очень увлекся персональными компьютерами и перешел на компьютер-сайенс. Доучился, потом работал, но как-то почувствовал, что мне хотелось больше заниматься я знал, что есть Силиконовая долина, Кремниевая долина, хотел сюда просто поехать. Не знаю, вначале, наверное, это было чисто экономически, то есть просто хотелось поехать и, может быть, зарабатывать, посмотреть новую страну, но было очень мало представления, что на самом деле это может быть. Но то, что я как бы в итоге увидел, получил, мне очень нравится.
Вы живете в Соединенных Штатах, да, вы сейчас работаете над собственным проектом, над его развитием, но вот прежде чем мы поговорим об этом проекте, я бы хотела такой вопрос задать. Вы были там во время грузино-юго-осетинского конфликта, да. И вот мне интересно, что вы знали, да, о том, что здесь происходит, и как тогда там к этим событиям относились люди, то есть именно граждане Штатов? Когда это событие было 2008 года, как-то так получалось, что я или родителям звонил, или, в общем, как-то я узнал про это дело. И потом всю ночь сидел, там, все, что можно было в интернете узнать, пытался понять, разобраться. Конечно, освещение новостей, это был такой, как бы, удар, так сказать. Все же были как такие стандарты news. Как бы мы видели эти интервью, которые были, и вот это CNN, такой знаменитый news, когда грузины стреляли, они говорят, что это Россия стреляет. То есть это как-то вот такое перекошенность новостей было очень как бы ошеломляющее. Конечно, в Америке очень много разных ньюс, и есть очень разные подходы к этому делу. Есть как бы целенаправленные в одну сторону, есть целенаправленные в другую сторону. Конечно, целиком люди об этом не очень знают. Это как бы один из тысячи конфликтов, которые в мире происходят. Поэтому сказать, что вот вся Америка в одну сторону или в другую сторону, нет. Это больше как бы люди, которые про это знают. Ну а что касается именно нынешних событий, то есть есть санкции, которыми там буквально, да, сейчас сыпет Европа и Штаты. Вот ваше отношение к этому? Ну, мне это не нравится, потому что, да, я живу в Америке, мне Америка нравится, я американский гражданин, но я также гражданин России. И я, может, немножко наивный, но мне кажется, что это очень неправильно, что две страны, которые на самом деле очень-очень похожие, потому что нет такой страны, сколько там разных национальностей, разных культур. И мне кажется, эти страны должны просто быть наиболее близкими странами. Это как бы наивное такое желание. Вот. Но санкции, мне кажется, это неправильно. Но нужно как-то стараться остаться все равно друзьями и так далее. Там можно не соглашаться с мнением других людей. Ну, то есть ваш призыв «давайте жить дружно», да? Да, я считаю, что это совершенно неправильно. Вот эти, да, может быть, что-то Россия может не так делать, по мнению, так сказать, Америки. Россия может, кажется, так. Но мне кажется, всегда можно находить как бы точки соприкосновения. Потому что их очень много. Мне кажется, очень много. Есть и должно быть. А теперь к вашему проекту. Да. Все-таки вы говорили о том, что это был ваш второй стартап. Первый был какой? Да, я начал первую компанию. Компания называлась Exeras. И это было что-то, назывался Data Mapping. То есть мы пытались, вот как бы есть разная информация, допустим, в двух местах. И это какая-то связь с этими информациями была потеряна. Допустим, там вот телефонные книжки, допустим, там имена с одной стороны, с другой стороны имена. В одном телефонный номер это без черточек, а там с черточками. Вот как бы, но связи есть. И наша компания пыталась найти эти связи автоматически. Ну и, в общем, мы 2 года этим занимались, получили финансирование, еще 2 года я поработал. Потом я на самом деле с этой компании ушел, но компания была куплена компанией IBM. Достаточно известная компания. Так что в плане финансовом я как бы не очень там получил, но в плане опыта был очень большой опыт. Что создал компанию, был один из основателей, и компания была куплена компанией IBM. И сейчас, наверное, вот этот проект, он успешно развивается, да? Но он как бы становится... Такие большие компании, они покупают технологии, потом из них или делают отдельный продукт, или они делают его частью своей там системы. Вы знаете, что в IBM там есть, допустим, шахматами они играют, у них сейчас большая медицинская система, которую они хотят для диагностирования болезней делать. И это где-то все вокруг этой технологии. Ну вот вы затронули медицинскую сферу именно в сфере IT, да? Ваш второй проект, Infometers, он как раз-таки это медицинская сфера, да? Да. Это IT-проект в медицинской сфере. Вот расскажите о нем подробнее, что он из себя представляет и как он работает. Да, у него сейчас есть как бы свое даже название, называется mHealth или мобильный health. Мобильный health — это мобильная медицина. Я кому-то объяснял, и люди как-то сразу поняли, что вот была предыдущая что-то другая система, которая называется телемедицина. Она как бы никуда не уходит, она будет. Но совершенно это не телемедицина. Телемедицина — это, насколько я понимаю, это ты садишься перед телевизором, и удаленно тебя врач лечит. Он тебе там может разговаривать, там что-то делать. Это телемедицина. В нашей ситуации это немножко другая вещь. Мобильная. Мобильная означает, что мобильные телефоны в этом вовлечены. И опять идея заключается в том, что мы хотим, может быть, чуть-чуть назад, что
Есть лечебная медицина, есть профилактическая медицина. Для профилактической медицины нужно иметь много данных о человеке, что он, допустим, каждый день температуру, вес его там или разные данные. Если вот эти данные получать, то можно как бы предположить, какими могут быть болезни. И вот на основе этой идеи была как бы продвигаться такая идея, как мобильная медицина, mHealth. То есть считывать данные с человека, получать их на мобильном телефоне, посылать в облако, и с облака потом те компании, которые заинтересованы, они могут этим пользоваться. Собственно, как вот эти данные, они попадают в эту программу? Как эта система вся действует? Ну, примерно так сказать, что есть вот медицинские приборы, как давление мерять, глукометры, температура, вес. Эти приборы, не все приборы, то есть не все приборы, которые есть в аптеках, можно купить. Те приборы, которые есть такая технология, как Bluetooth. Еще там уже Bluetooth называется Smart. Там не любой Bluetooth, а Bluetooth Smart. И если этот Bluetooth на этих устройствах есть, с этих устройств можно прочитывать с помощью мобильного телефона. То есть, вот, допустим, вы температуру померили, вы его получаете в телефон. В телефоне стоит программа, которая отправляет его в интернет, в облако. И потом в этом в облаке заинтересованные компании могут пользоваться. Допустим, там может быть IT-компания, которая собирает вот эти данные и может потом делать аналитику. Допустим, что если там у тебя такой вес, такая температура или там что-то еще, у вас может быть проблема, там, допустим, в крови или диабетики. В общем, две большие, на самом деле, группы людей, которые этим сейчас уже пользуются, это диабет и сердечно-сосудистые заболевания сердца. То есть для них это очень важно, они просто они пользуются. Но есть еще другие болезни, которые не совсем пока очевидны, но есть компании, которые как бы пытаются обрабатывать такие данные и на основе этих давать рекомендации, что да, у вас такая проблема, такая проблема, такая проблема. То есть такие общие данные об организме, о состоянии человека могут попасть в том числе и к врачу, да? Да, ну опять вот как бы наша система только берет данные, и потом другие компании эти данные берут и по-разному этим пользуются. Может попадать к врачу, допустим. У нас есть, допустим, пользователи больницы, которые получают эти данные, у них свои IT-департаменты есть, которые данные получают, потом врач их может видеть и как бы давать тебе рекомендации какие-то. Но на самом деле это только-только начинается. То есть в Америке на самом деле это не является вот прямо уже сделанным делом. Это лет 5, наверное, идет, но интенсивно последние 2 года. То есть просто идет такое ускорение. Много-много компаний туда пошли, и большая область, в которой можно здесь поучаствовать в России и, может быть, в Осетии. Ну, насколько востребованы ваши приложения сейчас? То есть сколько человек пользуется? Есть такие данные? Ну, это немножко коммерческая тайна, но как бы число пользователей, у нас пользователи не люди, а компании. Там переходит через сотни компаний. Сотни компаний наши как бы пользователи. Они пользуются данными, получается. Да, они пользуются данными. И число пользователей, по-моему, идет на миллион. Я последний раз было 30 или 40 миллионов уже людей как бы находятся на этом деле. А какие люди в основном, вот кому это больше нужно? Вы говорили, что в основном те, кто страдают диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но есть люди, которые, вот, может, они ничем не болеют, но на всякий случай там решили вот следить за своим здоровьем. Да, у нас разбивается как бы на 2 группы. Есть даже приборы у нас двух типов. Есть группы, которые фитнес-приборы. То есть там, вот, знаете, там можно одеть такой прибор, там бегаешь, меряешь. Или в основном как бы сердце, ну даже весы. Это все фитнес-приборы, которые вот люди, которые, может, не болеют, но просто хотят отслеживать. Вот такие компании есть. Есть очень много у нас наших как бы, компаний, которые с нами работают, они дают такие, ну, знаете, допустим, Fitbit, допустим, да, есть такая, знаете, Fitbit. Вот у них есть, если пойти на их страницу, вы можете там зарегистрироваться и увидеть свои данные во времени. Есть другие пользователи, которые вот больны, ну как бы через госпиталя. Это действительно больные люди, которые вот хотят себя отслеживать. Для них это просто необходимо. А вот как вы считаете, все-таки есть такое мнение, что, например, в Европе или в Штатах, ну вообще на Западе в целом, люди все-таки больше следят за своим здоровьем, нежели в России, да? В России человек, пока вот он не дойдет до крайней точки, он не пойдет к врачу. То есть это приложение, это по сути настолько ранняя профилактика, что по сути у тебя ничего не болит, но ты все-таки продолжаешь следить за собой. Вот как вы думаете, жители России, они бы могли вот пользоваться таким? Или все-таки они бы оставили все на авось, как обычно? Ну, опять так сказать, мне кажется, что
благодаря интернету стираются границы между странами. Да, может быть, идет запоздание там, на год, на два, на полгода, но все, как бы, я приезжаю, я вижу, все это здесь повторяется. Это даже почти на такой же скорости. И да, все люди как-то, вот знаете, что в Америке очень много полных людей, и многие люди вовлечены в то, чтобы как бы стать здоровее. Я то же самое вижу здесь, в России, может, в Москве больше. Немножко труднее вот на Кавказе, вот дома. Может быть, чуть-чуть как бы, опять, может быть, какое-то опережение сейчас в Америке, что этим занялись и про это больше говорят. И может более актуально. Точно не знаю, какая ситуация в России. Я знаю, что есть компании, тоже, которые в этой области тоже начинают работать, но не знаю ситуацию. А в Штатах вот у вас есть конкуренты, может, или аналогичные какие-то приложения, проекты? Да, конечно, когда любая вещь появляется, то там несколько моментов. Во-первых, если это небольшой проект, то даже если это интересный проект, то большие компании как бы неинтересно этим заниматься, потому что большие компании, они хотят делать вещи, которые там миллионные. Если это, допустим, ты там делаешь там несколько сотен, там, десятки тысяч долларов там, или сотни, для них это неинтересно, слишком этот. Но наш проект, похоже, что выходит как бы такой, на большой уровень выходит. Если на такой уровень видит, то две возможности. С одной стороны, уже есть какие-то компании, которые похожие вещи делают. И некоторые компании просто уже как бы вышли с этой игры. Есть еще пока похожая компания, но большая проблема будет в ближайшее время, когда если у нас, допустим, там сейчас сотни пользователей, будет там сотни миллионов пользователей. Очень большие компании могут туда просто пойти попробовать тоже делать. Увидя, что есть спрос на это приложение, да? Да, но тут еще такой момент, что это новый бизнес, и он не так, что он еще определен. Но если будет видно, что этот бизнес приносит деньги, и это такой как бы новый рынок, то туда могут ринуться очень много людей. Что касается, наверное, вашей компании, сколько сейчас сотрудников у вас и как строится работа? Чем они конкретно сейчас занимаются? Да, нас 40 человек, и тоже как бы такой интересный опыт был. Я говорю насчет того, чтобы приводить бизнес людей. Мы были отдельная компания, потом нас купила другая компания, в которой тоже были два основателя. И эти основатели буквально два года назад были 2 человека. Вот. И у них была некая программа, в которой они что-то делали с медициной. И там были частные данные, читали. Я немножко эту историю рассказывал, когда был на семинаре, рассказывал в IT-инкубаторе. Они пришли в госпиталь, и им сказали: хорошая программа, а вы нам можете дать данные? Они так задумались. Потом мы попросили еще в другой компании тоже. Пошли в другой госпиталь, попросили данные. И они как бы переключились, полностью поменяли бизнес, пришли просто на то, чтобы собирать данные. Это одно сделали. Второе, у них, когда они получили деньги небольшие, первое, что они сделали, они наняли бизнес-людей. Люди, которые занимались много лет, там по 10-20 лет большим бизнесом. Они наняли очень сильный бизнес-группу, и эта группа очень сильно начала их продвигать. И вот поэтому у них как бы есть и такие технические люди, девелоперы, и есть очень сильная бизнес-группа, маркетинг, чтобы это все медиа было. Как вы сказали, что если вы чем-то занимаетесь, чтобы об этом люди знали. У них очень хорошая медиа стоит, чтобы про них люди узнавали. Ну это главное, я думаю, пока люди не узнают о том, что есть какая-то услуга, они не могут ею пользоваться, правильно? Потому что не знают. Вы основали свою компанию вместе со своим сыном. Да. А вот есть какие-то, не знаю, как сказать, специфика работы вместе с сыном? Или есть ли у него какие-то поблажки, да, от вас, как от руководителя? Или все-таки, если он напортачил, то получает, как и любой другой человек? Конечно, всегда есть соблазн, допустим, если мы не во всем согласны, и поэтому всегда есть соблазн как-то там сделать не профессионально, а вот как бы взять, нажать. И, конечно, иногда это как-то получалось, но был такой момент, что он был в бизнесе, я был в техническом, поэтому мы как-то разделились, он занимался своим делом, я занимался своим делом. Как бы в одной компании он разговаривает с людьми, я разговариваю с компьютерами. Это немножко помогало. Вы немножко разделили сферу деятельности, чтобы вам не пересекаться и не спорить, да? Как бы у меня способности были больше в техническом, я просто 20 лет занимаюсь программированием и больше. Он, хоть и имеет компьютер-сайенс, но он как-то пошел в бизнес. То есть он в нашей области медицинской, там, мобильной медицине, он уже стал известным человеком. Как бы его знают, он всех знает. Не знаю, насколько он сам известный, по крайней мере, он всех знает. Когда мы приходим на какие-то конференции, в которые я редко прихожу, я там стою как бы гость. К нему подходят, так сказать, молодые, пожилые, все говорят: Сар, там, все его узнают. То есть это
показывает то, что он действительно как-то находится в этой области. Ну вот вы говорили о том, что сейчас вас купила другая компания, Да. то есть вы слились Мы с другой слились, компанией. но формально как бы купили, да. А вот сейчас как осуществляется руководство вашим проектом? То есть вы руководите или все-таки есть какая-то совместная работа? Ну, так получилось, что нас купили по причине, что компания там занималась, ну, как бы, мы занимались частью вещей, которые они хотели добавить к своему продукту. Поэтому чем мы занимались, мы теми занимаемся. То есть, и к тому же основная компания находится, я нахожусь в Калифорнии, они находятся, такой штат Норс-Каролайна, и они находятся там. У нас они оставили наш отдел, ну, как бы сделать такой отдел, который занимается подсоединением медицинских приборов. Вот, у них все остальное, облако, бизнес и так далее. И у нас группа, там сейчас где-то человек, наверное, 6, которые занимаются только вот этим подключением. Остальная группа находится вот, в другом штате. Остальная группа, это вы говорили, чуть более 3 десятков человек, да? То есть в общем и в целом 40 человек занимаются реализацией такого масштабного проекта, в который вовлечены чуть ли не 40 миллионов человек. Ну, да? да. Сейчас для того, чтобы любой стартап успешно развивался, а идей сейчас очень много по всему миру, естественно, нужны деньги. Вот каков главный совет в привлечении инвесторов? То есть как их заинтересовать? Как-то интересно подать? Или, не знаю, может как-то эффектно все сделать, привлечь каких-то специалистов, и чтобы специалисты тоже доказали, что ваша идея хорошая? Вот как это делать? Ну вот в этом отношении, конечно, опять как бы сын, он больше там разбирается, потому что он больше разговаривал с инвесторами. Но опыт, который мы получили, как-то получалось так, что да, начинается, наверное, с продукта тоже. Как бы, вот у вас интересный продукт. То есть должно что-то быть интересно, потому что так вот, просто так ничего не бывает. Вот. Это как бы первый шаг. Второе идет, наверное, инвесторы смотрят, ну, персоналити. То есть какая у тебя группа, какой ты сам. То есть они смотрят, и для них часто бывает так, что чисто технически они как бы даже и не смотрят. Им не очень важно, что ты сделал. Им больше интересно, а можешь ли ты это довести до чего-то. И они вот как бы смотрят на твой потенциал. Если они чувствуют в тебе потенциал, они инвестируют. Если нет, то нет. И вот, наверное, надо как бы довести, так сказать, до них сообщение, что у тебя есть потенциал. Как это делается? Ну, это вот как бы опытом. Опытом и умениями, да, в любом случае? Да, опытом, умением, какой-то активностью. Это уже такая комбинация, которая чуть-чуть начнется. Невозможно этому как бы учить, наверное, в колледжах, но можно немножко об этом думать. А вы резидент Силиконовой долины, знаменитая во всем мире, и все прекрасно знают, что это место, где вот наиболее велика концентрация IT-компаний и разных предприятий. И зная о том, что здесь очень много интересных бизнес-идей, инвесторы тоже туда идут. Можем ли мы говорить о том, что быть резидентом Силиконовой долины – это выгодно? То есть дает ли это какое-то преимущество? Ну, это вот как этот... Я вот пример университетского образования, что можно быть там двоечником, троечником, но все равно ты в университете окунаешься в какую-то среду. И эта среда тебя как-то вот подтягивает. Или там спортсмены, когда там все такие сильные спортсмены, и ты вот подтягиваешься. То же ощущение в Кремниевой долине, что много-много людей, которые очень сильные люди, увлечены, занимаются, и ты как-то вот так окунаешься. Поедешь в другой штат, где там, ну, тихо все. Ну, как бы болото. Тебя, хоть ты очень энергичный, но может не получиться. То есть это всегда немножко помогает. Конечно, есть в любых местах, там компании возникают очень сильные, но всегда очень сильно помогает. А вот ваши коллеги, скажем так, да, тоже резиденты Силиконовой долины, а вы с ними скорее конкуренты, или они вот как-то помогают вам стать лучше и помогают делиться, может быть, каким-то опытом? Кто? Ну вот другие резиденты Силиконовой долины, другие предприятия, наличие этих людей рядом с вами фактически, да, это, как сказать, это для вас конкуренты, или они все-таки больше помогают вам стать лучше? Или и то, и другое? Не, но как бы если там Google, вот допустим от нас в 5 там, метрах, там, 10 метрах находится Google. Просто так получается, что наше здание находится от них рядом. Вот. Но он нас не конкурент, как бы мы просто пользуемся его продуктами. С другой стороны, мы знаем, допустим, там в Сан-Франциско несколько компаний, которые делают похожие вещи. И сразу задумываешься, там они могут конкуренты, потом мы смотрим. Или на самом деле, вот, допустим, Apple, они выпустили такой продукт, называется Health Kit.
что-то с медициной. И мы начали думать, что вот все, так сказать, они там конкуренты. Оказалось, что это просто для нас это другая библиотека, другое средство, которым можно просто пользоваться. Не, просто наличие этих компаний, наверное, это похоже на предыдущий вопрос, так сказать, что просто наличие этих компаний, ты чувствуешь, вот как бы, что все двигаются, ты этих людей встречаешь, у тебя кто-то из знакомых в этих компаниях работает, и ты вот такой пульс чувствуешь сильнее. То есть это помогает двигаться вперед Я и думаю, что развиваться. помогает, да. А если говорить о развитии, сейчас ваша технология, она используется в Соединенных Штатах, так? Но что говорить, если, ну, я понимаю, что это, конечно, глобальные планы, но все-таки переходить на мировой уровень, там, я не знаю, привлекать предприятия российские, например, и в том числе и из других стран. Вот как с этим? Ну, там есть, с одной стороны, компания пока ориентируется на Штаты, потому что все же это, хоть и даже 30 миллионов, но там, я точно не помню честно, но достаточно много миллионов людей, все равно пока этот продукт устанавливается. Поэтому хотят, пока рынок американский просто как бы там утвердится, и идет сейчас как бы захват рынка. Быстрее, 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 больше людей, чтобы пользовались. Но, конечно же, будет интересно переходить на другие страны. В данный момент Россия, Китай, Индия, такие большие страны, они в этом не задействованы. У нас есть 9 стран, которые сейчас участвуют там. Две страны, по-моему, в Европе, в Латинской Америке. В общем, я точно название не помню, но я знаю, что 9 стран уже участвуют в этом. То есть они берут эту технологию к себе? Они уже используют. Для России, что может интересно, и для других стран, ну, допустим, для России особенно, мы являемся как бы, мы непосредственно не даем сервис, допустим, для людей. На нашем продукте делают другие продукты, которые очень как бы непосредственно людям, там, здоровье, медицины, госпиталях. И мы собираемся в будущем очень активно работать с российскими компаниями, чтобы они этим пользовались и могли как бы делать сервисы непосредственно людям. То же самое я хотел как бы в Северной Осетии со временем предложить, что технология простая, она дает как бы тебе доступ к данным, на этом можно дальше строить. И мы даем такие как бы пакеты или как бы помощь компаниям, чтобы они этим могли начать пользоваться. Для начальных компаний даже бесплатно мы даем. Для больших компаний там как бы есть своя цена. Ну, то есть вы привлекаете другие компании, другие страны, и сейчас вопрос дела во времени, и, наверное, в том, насколько устаканится это дело, да, и насколько оно будет востребовано на мировом рынке, так, в будущем? Да, то есть мы видим, что в Штатах это очень большой интерес, и у нас как бы доход уже за миллион выходит, как бы за один год. Это скачок просто не гигантский, но все равно это как бы хорошие деньги и хороший показатель. И если это так будет идти, как нам кажется, и как нам опять наши пользователи говорят, то в ближайшее время мы собираемся выходить на другие страны. Конечно же, на такие страны, как Россия, Китай, Индия. А вы приехали сюда, вы встретились с представителями Центра информационных технологий Северной Осетии, и я читала о том, что планируется сотрудничество между вами и ЦИТом. Вот в каком виде это будет организовано сотрудничество, да? Может, там обмен опытом, обмен людьми наверняка, то есть вы, может, заберете к себе кого-нибудь из ребят? Ну, у меня есть несколько идей, но просто надо посмотреть, насколько это практично и как это можно сделать. Вот примерно такие идеи есть. Допустим, у нас работали студенты, которые, ну, интерн, вы знаете, был сериал «Интерн». Вот такой сериал, как бы, то же самое, как бы «Интерн». Это что? Студенты приезжают, или локальные, но у нас был человек, вот как раз Норс-Каролайна, и ему дали какой-то грант, там, дали ему грант, чтобы он выбрал, куда он хочет летом пойти работать, в любом месте будут оплачивать ему жилье. Он выбрал нас. Тогда у нас там было 3 человека, наверное. Он приехал к нам и целый год, 3 месяца работал бесплатно. Но он получил опыт. И я вот думал, что, может быть, один из способов, как бы, может быть, приезжать людям оттуда к нам, как бы таким образом получить опыт. Это один подход. То есть интернет приходить. Вторая вещь, может быть, у меня был план, что, может быть, открыть какой-то филиал здесь, чтобы у нас на разных платформах разрабатывается продукт, там на телефонах, iPhone, Android. И я думал, может быть, на Windows, допустим, или там на чем-то другой платформе сделать группу здесь. Но это тоже нужно обсудить. И ну, это как бы компания, вот моя Validic, допустим, наша компания, чтобы у нее был филиал здесь. И третий подход, который я видел, что
этот продукт, который есть, на нем можно строить другие продукты, вот как бы сервис непосредственно к госпиталям. И это была бы просто компания, вот локальная компания, полностью, так сказать, но только мы бы им помогли применять наши технологии, научили бы, как этим пользоваться. И они бы были просто совершенно самостоятельная компания, просто были бы нашими партнерами. То есть создавать партнер-компании здесь, это вот как бы 3 идеи. То есть 3 способа сотрудничества, и которые каждый из них сейчас просто обдумывается, но в любом случае один из них, наверное, будет использован. Так? Ну, я надеюсь. Ну что ж, идей у вас много, и я думаю, планов тоже очень много. Вот последнее, что бы хотелось попросить, что вы, главный ваш совет ребятам, айтишникам, которые начинают в Северной Осетии. Очень многие просто думают, что здесь, раз уж нет условий, там многие думают, что если уехать в Москву, то можно добиться всего-всего, или там еще куда-нибудь уехать. Вот что вы им посоветуете находящимся здесь айтишникам, как работать и как добиться успеха? Я вот выступал в Южной Осетии, и, наверное, там еще как бы немножко сложнее ситуация, что там только-только начинается, только жизнь налаживается. И я им дал такое некое сообщение, месседж, который понравился преподавателям многие, они говорят, это хорошее, что времена меняются, есть интернет, и можно удаленно работать, и, зарабатывать деньги удаленных, ну, в любом месте. Вот. Но для этого нужны условия. Но это немножко больше было как бы студентам сообщение, что вот вы учитесь, и если вам будут в течение учебы покажут, что вы можете зарабатывать деньги, будет у вас больше стимул. И можно жить в любом месте. Компаниям, которые уже существуют, они как бы уже занимаются, они уже заинтересованы. Но опять, главный совет, чтобы они быстрее понимали, кому это нужно, чтобы они это проверяли. И начинать, может, там с локального, вот там на уровне республики, если это нужно. И может быть так сказать, что продукт не оригинальный, но все равно он здесь нужен, допустим, делать его. Но если они хотят только такие продукты мирового уровня, конечно, так сказать, надо понимать, что есть в мире, стараться, может быть, выходить на контакты, куда-то въезжать, слушать, смотреть. В общем, учиться постоянно. Ну, то есть задача любого молодого айтишника, да даже не только айтишника, но и любого человека, у которого есть идея, это думать и, наверное, двигаться и создавать. Не стоять на месте. Да, и как бы опять смотреть, что происходит в мире. Алан, вам спасибо за интересную беседу. Спасибо, что в столь плотном графике нашли все-таки время посетить нашу студию. И успехов вам вот в вашей работе. Надеюсь, очень скоро мы увидим подобные идеи в Северной Осетии, в России в целом. Там многие, надеюсь, пойдут все-таки по вашим стопам и будут прославлять республику далеко-далеко за ее пределами. Спасибо вам, удачи. Спасибо, что пригласили. И я желаю успехов вашему телевидению, чтобы ваши те планы, которые я услышал, чтобы они у вас в ближайшее время исполнились. Спасибо вам тоже за вот такие теплые слова. А нашим зрителям я напоминаю, что сегодня в студии Осетия ТВ был инженер, резидент Кремниевой долины в США Алан Харебов. С вами мы увидимся в следующий понедельник. Меня зовут Яна Гайгиева. Всего доброго и до встречи.